Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Марийском вилаяте Туркменистана собрали более 345 тысяч тонн пшеницы. В Ашхабаде презентован глобальный доклад народонаселения мира в 2024 году. Аркадак сыграет с Сахалом в матче за Суперкубок Туркменистана по футболу и другие новости. В Ашхабаде состоялась презентация глобального доклада народонаселения мира в 2024 году. Мероприятие было организовано совместными усилиями ЮНФПА в Туркменистане и правительства страны. Документ, дающий общее представление о нынешней ситуации в мире и проблемах, с которыми сталкиваются сегодня жители разных стран, высвечивает вопросы первостепенной для человечества важности. Прежде всего, это касается расширения прав и возможностей женщин в области репродуктивного здоровья. Сельхозпроизводители Марийского вилаята выполнили план по сбору продовольственной пшеницы, доставив более 345 тысяч тонн зерна. Ускорению уборки способствовало круглосуточное использование современной сельхозтехники и меры правительства Туркменистана по развитию аграрного сектора. Государство обеспечивает фермеров техническими услугами, удобрениями, семенами и средствами защиты растений, а также регулярно закупает современную технику у ведущих зарубежных производителей. В ходе встречи посла Туркменистана в Бельгии Сапара Пальванова с представителями Европейской комиссии по международному партнерству и Европейской службы внешних действий были обсуждены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между ЕС и Туркменистаном в области международного сотрудничества. Важной темой обсуждения стала предстоящая встреча министров транспорта ЕС и Центральной Азии, которая пройдет в Туркменистане. Творческая встреча туркменских поэтов, писателей и представителей средств массовой информации состоялась в культурно-парковом комплексе Махтумкули-Фраги. У подножья величественного памятника классику туркменской литературы молодые журналисты и поэты читали стихи и произведения, посвященные Фраги. Красный полумесяц Туркменистана и Фонд ООН в области народонаселения подписали меморандум о взаимопонимании. Документом подтверждается обоюдная заинтересованность сторон в дальнейшем сотрудничестве по достижению общих целей. Национальное общество Красного полумесяца Туркменистана было создано в 1926 году. Это одна из старейших гуманитарных общественных организаций страны. В Индонезии произошел шокирующий случай. 36-летняя женщина стала жертвой огромного питона. Трагедия разыгралась, когда местная жительница отправилась за лекарствами для своего ребенка. Не дождавшись ее возвращения, обеспокоенные родственники начали поиски. В ходе поисковой операции муж пропавшей обнаружил ее обувь и одежду примерно в полукилометре от их дома. Неподалеку он заметил питона с неестественно раздутым туловищем. Заподозрив неладное, мужчина позвал на помощь односельчан. Страшная догадка подтвердилась, когда они вскрыли тело змеи. Это уже второй подобный случай в Индонезии за последний месяц. Ранее в июне жертвой 6-метрового питона стала мать 4 детей, направлявшаяся на рынок в соседнюю деревню. Компания VivaK и Dangerous Things представила имплантируемый криптовалютный кошелек Apex. Устройство размером с таблетку способно осуществлять криптовалютные транзакции непосредственно через вживленный под кожу чип. Apex хранит данные для доступа к биткоинам и другим криптовалютам. Владельцы могут совершать операции, используя смартфоны для считывания сигналов с чипа. Стала известна дата поединка туркменского бойца ММА Давлетжана Яхшимурадова в полуфинале Гран-при ПФЛ в полутяжелом весе. Промоушен запланировал провести этот раунд боев в Голливуде в ночь на 17 августа. Соперником Давлетжана в борьбе за чемпионский титул и главный приз в $1 миллион является Роб Уилкинсон из Австралии. Футболисты команды «Аркадак» сыграют с Сахалом в матче за Суперкубок Туркменистана по футболу 2024 года. Матч запланирован на 28 сентября. Организаторы сообщат о месте и времени проведения игры дополнительно. Напомним, в минувшем сезоне «Аркадак» под руководством главного тренера Владимира Байрамова стал обладателем 2 трофеев – высшей лиги и Кубка Туркменистана, и теперь сыграет за Суперкубок с Сахалом, который стал финалистом Кубка страны. Туркменистан на Олимпийских играх в соревнованиях по легкой атлетике представит многократная чемпионка и рекордсменка страны Валентина Миредова. Она выступит в забеге на 100 метров. Это будет вторая Олимпиада для Миредовой. Она уже представляла Туркменистан на играх 2008 года в Пекине. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.